Всем привет, друзья! Мы находимся на 203-м микрорайоне, где проходит турнир по смешанным единоборствам по версии промоушена «Стрелка». «Стрелка» — это прям крайне популярный народный промоушен, который зародился в Санкт-Петербурге. Там принимают участие только любители и полупрофессионалы, то есть нету профессиональных бойцов ММА. Ну что, вот у нас здесь такая дорога, не из желтого кирпича, а из бетонных плит. Как вы можете видеть, все максимально живописно. Давайте пройдемся вглубь и посмотрим. Машины, которые едут туда, там наивные люди. Они надеются, что там будет место для парковки, там этого места нет. Мужчина подготовился абсолютно верно, на правильном транспорте приехал. Что ж, друзья, за моей спиной вы видите зрителей. За зрителями не видно клетки с бойцами, но можно видеть, какой ажиотаж у турнира. Здравствуйте. Бои прошли очень такие тяжелые, напряженные. Ну, хорошо, что больших травм не было. Под финал выступали девушки. Как вот вы оцениваете выступление? Ой, у них желание, море желания было. Весовые категории, конечно, вот у Юли, у нее 70 килограммов, а у Марьяны вес где-то 66 килограмм. Ну, Марьяна приняла решение, что хочет поучаствовать, и она выиграла. Нужно проводить эти турниры, потому что ребята набирают опыта. Место, где можно выплеснуть свою агрессию, да? Нормально, цивилизованно, в ринге, с рефери, под присмотром врача, скорой помощи это сделать. Здесь правила совсем другие, здесь временные рамки другие, здесь неудобно боксировать, здесь хитрости и тактика тоже другая. Здесь спецов в глаза попадает, здесь 3 раза, наверное, больше встают. Это реалистический поединок. Основная масса людей, они хотят реальность видеть. А реальность, это вот это и есть реальность. Но все-таки это спорт. Ну, конечно, это спорт. Чем отличается стрелка от простых турниров, да? Например, любой желающий, вы, например, желаете участвовать, вы подходите, и мы подходим для вас человека, такого же, который тоже как бы не владеет, не мастер, но не нокаутер, не чемпион. Здесь у нас желающие были, которые уже опытные ребята, их мы не допустили, сказали, давай вот мы обговорим и других чемпионов тоже пригласим. Тогда это будет реальный честный бой. А так, в принципе, они чемпионы, профессионалы зайдут, они поломают тут ребят. Все хорошо подготовились, уведомили и полицию, и администрацию, заключили договор со скорой помощью. У нас этот турнир нормально прошел. Я думаю, что в последующем возможно, что будем ежемесячно проводить. Ну вот когда следующий планируете провести? Планируем через месяц, ну пусть будет 17 июля 2017 года. Здравствуйте, меня зовут Григорьев Никита Иванович, участник и победитель. Вообще до этого какими единоборствами ты занимался? Ну, я как бы полгода занимаюсь ММА, я как бы сам не занимался не в Якутске, а в Чечне, Республика Чечня, город Грозный, клуб Сайфуллах, Ахмат, Беркут. Стрелка очень такая креативная, как бы еще и песок, он как бы, ну, тоже тяжелый, это все зависит теперь от уровня подготовки бойца. Что ты можешь пожелать ребятам, которые, может быть, только думали участвовать, но вот так не решились? Во-первых, я скажу, не надо ничего бояться, страх это всего лишь плод нашего сознания, надо лишь просто сделать и все. Понятно. Спасибо большое, мы тебя поздравляем с сегодняшней победой и желаем успехов в дальнейшей профессиональной карьере. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИН. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего – маслом машины. Руки стилиста – водой душистой. У визажиста – румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.